Ну, я хочу сказать. Роутер. Роутер, там кабель сюда. Вот сюда нет входа здесь. Заново перезапустил. Сейчас лучше ставить. Еще в стриме ты знаешь, для этого, что скачал тоже. Ага, лучше стало. Раз, два, три, раз, два, три. Проверка звука. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Громче сделал. Так, где у нас камера настройки? Раз, два, три. Еще громче. Алло? А то вот берег или идем. Я? Раз, два.
Так, готовы начинать. Команда 2009-2010 года рождения. Команда город Якутска. Спортивная школа по футболу. И принимает команду Локомотив из города Уссурийск. Они у нас в красной форме, черной. Хозяева якутяне в синей форме. Так, сейчас приветственное слово будет. Михаил Касамбалаев, да, будет слово. Так, пока микрофон, большие технические неполадки. Здесь. Я уверен, что этот сезон будет не менее интересным, не менее захватывающим. Прошлый сезон нашей республики принес бронзовые медали, но, надеюсь, этот год тоже начинаем. Давай поддержим наших ребят, все спортсмены. В этом году город Якутск становится таким центром проведения спортивных соревнований дальневосточного федерального даже международного уровня. Сегодня у нас праздник футбола, мы принимаем свою международную спортивную олимпиаду, более представители более 20 стран, это замечательно. Спорт объединяет. Всем спасибо, хорошего турнира, ключи. Александр Дугаев, привет, слово. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые спортсмены, футболисты, уважаемые тренеры, судьи, дорогие родители. Разрешите имени Министерства физической культуры и спорта Якутии поздравить вас с началом, со стартом Якутской футбольной лиги
зоны Дальний Восток, здесь у нас городе Якутске. Регулярно указывает, что 4-й год данный проект на Дальнем Востоке реализуется. Это очень большой здесь благодарности Школьному союзу в лице Александра Ивановича Дюкова, еще благодарить Дальневосточный футбольный союз в лице Владимира Ильича Крысина за данный прекрасный проект. Благодаря этому проекту личной футбольной линии в целом по стране и здесь, на Дальнем Востоке, и в частности в нашей республике, был большой толчок в развитии футбола, большого футбола среди юношей, среди детей. Как уже было сказано, на прошлом сезоне наши дети вступили на летние. Но за 4 года и профессиональность, и большое развитие детей футбола. И я сегодня отдельно хочу приветствовать команду «Локомотив» и города Уссурийска, здесь у нас в городе Якутске. Хочу пожелать всем участникам, футболистам, чтобы вы показали сегодня способны. Это действительно большой став именно большого спорта. Среди нас это будущие профессионалы, футболисты, которые будут люди защищать честь нашей страны. Это прекрасный вид спорта, спорт номер 1 в мире футбол. Всем удачи, здоровья, и победить сильнейших. Спасибо. Владимировичу Крысину. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники этого прекрасного спортивного соревнования. Я рад приветствовать всех участников, организаторов, судей, болельщиков в гостеприимном Якутске, в этом замечательном спортивном комплексе «Дальсун», где сегодня стартует 4-й сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги. По инициативе президента Российского футбольного союза Александра Валерьевича Дюкова в 2021 году был дан старт Дальневосточной юношеской лиги, где лучшие спортивные школы Дальнего Востока могут помериться силами с равными, сильными соперниками, могут посмотреть другие города, могут в честной спортивной борьбе выявить сильнейшую команду на Дальнем Востоке. С каждым годом эти соревнования набирают свою силу. Мы видим рост спортивного мастерства, мы видим азарт, преданность игре. И я надеюсь, что этот сезон подарит незабываемые эмоции футболистам с красивыми забитыми голами, зрителям и всем тем, кто любит эту замечательную игру. Я хочу пожелать футболистам, тренерам красивых, незабываемых моментов, судьям честной, объективной работы, но болельщикам красивой, незабываемой моментов. Желаю здоровья, удачи. Вперед, КФЛ! Государственный гимн Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Равнение оплаты. Нас уже отдали.
Рассчитывать потуже перед этническим минимум молчать. Видите это искреннее поздравление с началом соревнований. Мы надеемся, что гостеприимная якутская земля будет способствовать удачной жизни участников соревнований. На этом мы завершаем наше Раз, два, три. Итак, мы готовы начинать. Всех поздравляем с начала чемпионата ЮФЛ Дальний Восток. И начинается этот чемпионат у нас в городе Якутске. К нам в город Якутск приехала команда «Локомотив» из города Уссурийска. Вот они, вот, красные и черной форме. Вот два разных возраста. А якутяне, вот два состава вот, в синей форме. Начнется, конечно же, матч с младшего возраста. И вот через уже 3 часа будут играть взрослые ребята до 16 лет. Так, сейчас быстренько составы команд. Приветствую любителей футбола, болельщиков дальневосточной университетской управления сезон 2024. Сегодня на нашем матче школа по футболу Якут принимает за свою гостей
Состав команд на ваших экранах. Якутяне номер 1 Овсядченко Максим, 66-й Мечин Богдан, номер 27 Гавшин Максим, 44-й номер Тимошов Артем, 39-й номер Зорин Алексей, номер 38 Иган Максим, 25-й Сазонов Виталий, 55-й Севен Субудай, 99-й Силов Максим, 33-й номер Терентьев Юрко, 77-й Шейн Леонид. Гости у нас в черной форме. Команда «Локомотив». Номер 1 на воротах Халюк Андрей. 77-й Абашов Андрей. 9-й номер Безмычка Леонид. 33-й Василашко Арсений. 7-й номер Горбачев Дмитрий. 2-й номер Киркин Максим. 52-й номер Зорин Кирилл. Номер 4 Новиков Богдан. Номер 10 Рахманкулов Артем. Номер 3 Рогозин Арсений. И номер 26 Цыганков Иван. Свячим. Тренеры команд. Главный тренер команды якутян Александр Анатольевич Ланг. И главный тренер команды «Локомотив» Песенко Руслан Евгеньевич. Судит встречу Колобов Михаил из города Хабаровска. Помогает Сабин Айсен и Зубрев Никита. Они из города Якутска. Резервный судья Константинов Богдан. Представляет состав команды по номеру 4 Арашев по номеру 9 Безручка Лена по номеру 30 Василашева Артема по номеру... Так, ждем начала судьи. Поехали. Поздравляем всех с началом чемпионата. С мячом команда якутян. В защите перепасовка. И пошла передача. Левый фланг. Там передача перехвачена. Так, в атаке вот 66-й номер я вижу. Ахмедчин Богдан. Вот он прессингует. По левому флангу у нас 44-й номер. Машов Артем. Под нападающим 99-й номер. Сыров Максим. И перехват по правому флангу 27-й номер. Обыгрывает, идет вперед. Шайба нет. Выстреливать нет. Угловой, да? Будет в исполнении якутян уже на первой минуте. Да, прессинг сыграл. И Гавшин Максим, да, активно вот на правом фланге пришел, поборолся. И будет подача. Да, ребята высокорослые здесь есть. Шла подача. Никого не ударался. 55 номер, отсюда дальний удар. Выше ворот. Севен Субудай, да. Видно по прическе. И отворот. Команда Локомотив. Можно по правому флангу пас отдать. Это ребята были, но нет. Пошел сам обыгрывать. Уже одного вроде прошел. Шел на второго, но там уже отобрали мяч. Ну-ка, посмотрим, что получится по левому флангу Локомотива. Пошла подача. Вот тут Субудай. Да. Палящий мяч. На угловой. Севен. И будет у нас подача. На трибунах очень много народу. Подача пошла низом. Перепасовка. И отсюда уже высокая подача. Хорошо тут менял мяч. Можно отправить.
Нет, верхом, да, верхом. Передача напрашивалась. Опрядченко Михаил, да, берет мяч в руки. Так, команда Якутян. Да, сезон только начался. Начинаем знакомиться с ребятами. Я тут комментировал матч детский футбол, где как раз и таки вот шел отбор к детям Азии. Так, как раз таки вот еще, напоминаю, в Якутске у нас через месяц будет проходить Дети Азии, куда вот приедут много иностранных команд. Дети Азии проводятся с 96-го года, как я помню. И вот каждые 4 года такая вот детская олимпиада у нас проходит, летняя. Вот там футбол тоже представлен. Вот некоторые из ребят с команды Якутии, по-моему, там будут выступать, если не ошибаюсь. Ну-ка, пас назад. Нет, нападающий не успевает вроде бы. И Михаил опять читка. Вот, пас через вратаря. И через фланг. Мяч еще не вышел. Нужно играть. В центре передача. И пошли, да, 4-4. Они идут в атаку. Надо пас отдать. Вот. Большой толчок. Мяч еще в поле. И вот ушел мяч в аут. Обязательно подписывайтесь в Telegram и ФЛДВ. Подписывайтесь на YouTube канал. Все трансляции. В Телеграме все расписания, обзоры матчей. О, хорошая передача. Отсюда удар. Мимо, да. Хотел в дальний угол попасть. Не попал. Он задает. Передача на левый фланг. Защита отработала. И Ган Максим. Вывел мяч. 38 номер. Уже 4-й год ЮПЛ вот проходит. В прошлом году команда Якутян, которая вот в следующем будет играть. Они тогда были еще младшего возраста. Они вот бронзовую медаль заработали. Команда Хабаровска, если я не ошибаюсь, СКА Хабаровск, заняла первые места в обоих возрастах. Ребята очень уверенно играли. Ни одного поражения в прошлом году у них не было. Да, буквально вчера. Ну, тут подкат и фол. Да, фол. Судья там предупреждает до игрока, что опасно подкатываться. Готовится передача. Штрафной удар. И 6-я минута у нас идет. Ну-ка. Пошла подача. 44-й номер головой. 1-0. Якутия доходит вперед. Обязательно пересмотрите. Отлично открылся Артем Немашов. Немашев Артем. Да, буквально меньше 7 минут понадобилось якутянам, чтобы открыть, чтобы забить первый гол этого чемпионата. Еще 7-й номер здесь Горбачев Дмитрий. Вперед. Да, вот у команды Локомотив красные номера на черном футболках. И очень плохо видно.
Хотя, да, белые номера, поэтому вот я их хорошо вижу. И могу любого называть издалека даже. Отличная передача. Да, заметил. 77 номер. Шейн Леонид поддал. И аут там. Да, вот все, кто нас смотрит и в телевизоре, и на компьютере, в телефоне, можете чуть-чуть перемотать. И вот на начало 6-й минуты, да. Обратите внимание, там вот будет гол. Гол головой. Да, там слышно указание тренера Локомотива. Недоволен он своими ребятами, да, счет пока не в пользу. Уступают они. Александр Ланга, не слышно. Хорошо меня, третий номер. Рогозин Арсений. Нет, надо было там на фланге обыгрывать. Но нет. Надо выбить, отлично. Севен здесь выбивает мяч подальше, вперед. Да, там можно побороться. Вот 6 номер. Но нет, получилось бы. Прием показал 33 номер. Арсений. Да, не дал шансов Максиму Серову. А нет, 66 же, думаю. Это Ахмедчин Богдан. Вот он, Богдан. Пас, отличный пас. А вот есть прием по флангу. Можно навешивать. Но нет, там защита. Вместе и выбивает мяч в аут. Нет, не ушел мяч в аут. Может идти в контратаку. Перевод напрашивается. Хорошо успевает. 4 номер. И через Севена. Севен. Пас по флангу. Пошла передача вперед. С колонны Богдана. Ахмедчин Богдан. Не точно там было. Отлично. Машев. Пас вперед. Забивший гол. Вот у нас полузащите играет. Несмотря на это, вот забил гол головой. «165 человек, да, у меня, оказывается. Нас смотрят. И комментарии, по-моему, отключены, да, комментарии отключены. Ничего страшного. После матча, да, можно оставлять комментарии. Обязательно оставляйте. Также в Телеграме. Что, да, я почитаю. 2 номер. Левцан вперед. Его двоих уже прошел. Но нет, он слишком возился с мячом. Надо, конечно же, оставаться с мячом вовремя. Матч у нас проходит в спорткомплексе Токсун. В Якутске сегодня буквально 6 градусов тепла, очень холодно. Скоро у нас ледоход, ДК-арена, готова с плытью. И поэтому здесь у нас холодно. Вот после ледохода уже будет тепло. Вот через неделю-две. Ну вот, как я уже говорил, весь город Якутск, все спортивные сооружения готовятся к детям Азии. Поэтому вот очень много реконструкций. Также вот в Доксуне, вот, на улице. Здесь вот ремонт дороги, ремонт плитки и так далее. И вот также стадион Тумада, на котором у нас летом проходят матчи ЮФЛ. Я видел недавно, что трибуны. Все разобрано. Поэтому вряд ли стадион Тумада скоро очень будет открытию. Богдан. Пас на фланг.
Включили все. Леонида Шейна, Шейн Леонид сегодня капитан команды и фол. То есть фиксирует главный судья. Колобов Михаил Хабаровск. Вот. Чемпионат ВПЛ. Вот. Отличный старт для того, чтобы стать футболистом. Вот лучший бомбардир я вот из цепи. Сегодня штрафной удар. Не помню, после штрафного удара 20 копеек забит был первый гол. Это был удар, да, вратарь не смог зафиксировать и угловой удар. Как я уже начал говорить, закончу мысль. Лучший бомбардир, да, чемпионата УФЛ был вызван в молодежь сборной России. Богдан... я забыл, из Читы парень. Но команда Чита потом перешла в зону Сибирь, если не ошибаюсь. УФЛ они раньше играли в Дальнем Востоке. 99 номер, удар головой. Но нет. Удар уже. Возьмет. Севен выбивает мяч. Хотели контратаку по флангу, но нет, мяч уходит в аут. Как же взрослый футбол, якутский тоже. Мини-футбол, да, скорее больше, конечно. Активно играется. Сейчас вот как раз проходил главы города Якутска. И также вот высшей лиги плей-офф проходит. Сегодня как раз днем проходили матчи. Вот я вот не успел туда сходить. И вот зато мы смотрим ВФЛ. Ну-ка, дальний удар отсюда можно наносить. Но нет передачи по центру. Так что непонятно, да, как собирается строить оборону Локомотива. Пришел мяч в аут, да. Никита Зубрев. Его судья сегодня. И Арсен Савин поближе к нам. И в центре передачи нет, не точно. Так, посмотрим. В прошлом году, по-моему, по 40 минут играли младшие возраста, а старший возраст уже по 45 минут. Скорее всего, регламент не изменился, так что 40 минут будут перетаем. И немножко довольно времени. Пошла подача. Кто-то 39 номер снимает, да, подачи. И да, успевает вратарь. Кляченко Михаил, можно начинать атаку. Выбивает мяч. И побежал там Богдан. Наш Богдан. И будет. Сайда нет. Богдан, можно выходить. Барджо! Сайда нет, будет сильно. Так что 2-0. Еще начало матча. Очень Богдан, 66 номер. На 16 минуте, да, на 6 и 16, да, запоминайте, чтобы перемотать, посмотреть, пересмотреть эти голы. В защите уверенно тянет. Это 7 номер. Нет, фол показывает тут. Тут резервный судья. Через Константину Богдану он показал. Севин. Субудай. Не шел. Да, 2-0 уже вот на 17 минуте. Отличный момент, ну-ка, в атак. Нет, не успевает. Кляченко Михаил.
По-моему, да, в нападении небольшой был на вратаря. И вот поэтому фол. Борьба в центре. И нет. Судья свистнул. Игра лежа. Вот и так. И по свистку, да, просит вести мяч. Третий номер мяча. Подгозин Арсений. Арсений сразу пас вправо. Второй номер. Пошла подача вверхом. Ой. Ну-ка. И гол. Засчитан ли? Да, гол засчитан. 2-1. Активный у нас матч. Да. Очень много голов. А там, по-моему, на вратаря еще налетели, успели. Но судья этого ничего не заметил. Ну вот, можете сами тоже пересмотреть его, включить. Это правильно. Ну, счет на табло. Как говорится. Ну-ка. Нет, вау. Вроде мяч таки. И вау. Вроде мяч. Локомотив активно идет отыгрываться. Максим Геркин. Сибудай забивает мяч. И аут уже в сторону Локомотива. Отлично разобрался здесь. Можно играть. И все-таки... Ой, идет подкат. Это же Богдан. Там с него отобрать. Ну, пошел. 44 номер. Это... Ой. Судья показывает. Удел правил. 37 номер. Мимо. Шейн наносил удар. 77 номер. Кажется, Будай забивает мяч. Ну-ка, по левому флангу. Смотрим, как пойдет атака.
Удар дальний, хороший, но нет, мимо. Много мимо. Да, обязательно подписывайтесь в Телеграме, ВКонтакте. И там уже вот есть нарезка голов. Можете посмотреть. Готовится у нас передача. Угловой удар. И да, сын Пряченко. Михаил Пряченко, да, убивает мяч. Пошла передача, здесь Богдан. Вратарь выскочил. И да, в центре передача. Никто не попадает по мячу. И в итоге игроки Локомотива, да, вот по левому флангу в черную площадь заходят. Нас назад. Дальний удар, но мимо. Давайте пользуясь случаем. Поздравим всех с Днем Победы, да. 10 мая. Петченко выбивает мяч. Центр. Высох Мечин. По расписанию матчей. Завтра у нас целых 2 матча. Динамо Приморский край и Сахалин принимает Юкан и Шор. И вот послезавтра уже Океан против СКА и Благовещенск против Шор номер 1. Да, вся информация есть в телеграм-канале ВКонтакте. Ну-ка, на левый фланг передача. Да, доходит. Нет, будет отворот удар. Ну-ка, Локомотив с мячом. Пас направо. Успевает ли 7-й? Или Будай первым? Нет, 7-й номер. Может бить? Нет, под удар скидывает. Да, лучше бы, да, сам ударил, но, видимо, сам был правша. А левый вот неудобно было играть. Отобрали мяч, но мяч уходит в аут. Хорошо, Богдан идет. И пас пошел. 20 номер. Падает игрок. Нет, видимо, сам потерял в равновесие. Потому что судья... Ну и сам тоже не показывал, что был дефолт. Съездавший, да, 20 номер. А Локомотив в прошлом году занял 9 место из 10 команд. Так, команда якутян от младшего возраста. 8 место.
Да, в обоих возрастах команда СКА Хабаровск победила в чемпионате. И команда якутян в другом возрасте. Как раз таки, да, второе и третье место заняли. Локомотив второе, а якутяне в третье место. В общем, было в другом возрасте. Ну-ка, Богдан. Пас. 77-го. Сюда на фланг. Нет, фланг. Пас перехвачен. И пошла атака Локомотива по левому флангу. В центре, да, вот есть пару открытых ребят. Нет, мяч перехвачен. Пас вперед. Фол. Да, фол. Это всего. Я все видит. Чуть дальше говорит. Там назад. Хорошо, Богдан принял мяч. Пошел направо. Может пас отдать. Фланг. Пас сюда. Пошла передача в центр. Там нужно зацепиться. Нет. Вот, Локомотив в контратаку. О, отличный пас. Офсайда нет. Нужно идти один в один обыгрывать. 10-й номер, да, идет вперед. И ну-ка, левый удар. Нет, мимо, и вот не слишком сильно. Манкулов, Артем, да, и шел в атаку. А контратака, да, была просто образцовая. 1 в 1 отправили нападающего. Впереди был только один защитник. Защитник отлично сыграл. Дал нанести хороший удар. Ну-ка, нет, не попадает. Еще соблюдать. Но тут как тут. Отскать надо. По флангу. Назад отдать. Нет, центр. Быстрее. Хорошо, он успевает. Ну, отлично, нашел передачу. Симонович еще извинит. И пошла уже. Да. Да, нет. Локомотив вроде бы отбивается, но мяч все еще у якутян. 30 минут уже сыграно. Ну, отлично. Всегда обыграл. Пас отдал. По флангу мяч. Мяч не успевает менять. Уходит мяч. За ворота. Удар от ворот. Ну-ка, 10-й номер. Дача. 7-й. Под левой. Пас вперед, но слишком сильный. Горбачев Дмитрий 7-й номер и Каракулов Артем 10-й номер, да. Или сообразить вдвоем. Очень высокая передача от вратаря. Немного, да. Да, мы руками тут дергали с двух сторон. И желтую карточку нас получает игрок Локомотива. Очень не хотели давать идти. По-моему, это был Сивов Максим. Да, Максим Сивов. И желтую карточку получает игрок Локомотива.
Начало мяча Шейн Леонид. Сильно номер. Шла подача. Видите, удар поворотом был. Насколько он высоко был. Пытался нанести так головой, но также выше ворот. Нет, всплывает защита. Третий номер. Удар левой. Нет. Действует. Как Гозин Арсений наносил удар. Уходит мяч в аут. У нас уже 33-я минута. Ну-ка, отобрали мяч. Ну-ка, Богдан, можно передачу отдавать. Хорошая передача. Может бить. Бьет, вратарь спасает. Кавшин Максим, да. Наносил удар. Сегодня надо уже. А он сразу. Шестой удар. И через ВТА решили. Стеночку сыграли. Еще раз стеночку. Ушел все-таки мяч в аут. Уже 36-я минута прошла. Перехват. И нет, мяч не уходит. Второй номер. Пас за 33-й. Центр. Да, владеть мячом тоже обязательно надо. Ну-ка. Подшоплю. Отсюда удар. Поворотом. Ну, не на месте. Именно Петченко. Да, те, кто присоединился к нам недавно, обязательно пересмотрите голы. Есть в Телеграме и ВКонтакте. ФЛДВ. В описании вот группы в канале ФЛДВ. Телефон вот я вижу. Сайт есть, Телеграм, ВКонтакте. А Телеграма нету, но вот он пишется так же, как вот везде ЕФЛДВ. Обязательно найдете. Хотел тут играть мяч Максим Серов, но нет. Там видит.
Обязательно подписывайтесь также на YouTube канал. Есть у нас вот матчевое интервью есть обзоры матчей. У нас в это время сын из Саута. В центре поля пошла передача. Судудай через ВТР. Бывает. Что-то. Пошел Богдан. Ахмедчин бороться. Боролся, идет влево. Идет сам. Теперь направо. Но нет, защитники успевают. Падает Ахмедчин. Но нет, я все видел. Офсайд показывает. На кого судья? Она не стала. Лечин борется. Нет, против него двое. Судудай. Хватает мяч. Центр передача. Нет, такого там нету. Лучший заброс. Через отряда можно. Нас заставляют побегать, да. Устать. Ух ты! Хороший пас. Подающий. Таким образом. Да, у них меньше сил будет и в атаку. А тут немножко прислабый, я бы сказал. Появился с мячом на толпе пути. Лучше так, атаку начать. Офсайд. Записимо. Тренер Александр Ланг. Выплыл защитниками. И уже дал третий или какой-то четвертый офсайд. Попадает команда Локомотива. И первый тайм у нас окончен. С счетом 2-1. Так.
Готов? В общем, план. Так, мы готовы начать второй тайм. Запись пошла, трансляция идет. Можете написать в комментариях. А вы заметили там, да, у нас интернет не очень плохой. Но в записи все хорошо. Вот, да, виноват интернет. Мы ничего не можем поделать. В Телеграме, да, в Телеграме. И ВКонтакте. В Телеграме ищите. Называется Юкол ТВ. Там я обязательно почитаю. Так, таймер запустить. И фол. 23 номер, да, лежит. И желтый флажочка получает 7 номер. Команда Локомотив. Это Горбачев Дмитрий. В самом начале, да, второго тайма. Давайте немножко сбавим. Вот так. И пострадал у нас Терентьев Юргун, 33 номер. В центре поля. И палка отбивает. Держим 38 номер. Сим Иган. В самом начале, да. Вы сами. Так, ну-ка, атака. Третий номер готовится ударить правой. Нет, да, он заблокирован. Нет, отворот. Да. Вот или точно. Казалось, попал защитника, но нет. Не, конечно. Мяч. Не лег. Надо будет удобно. Че? Пошли уже? На 30. Рука на вес. Отлично. Третий номер. Пол. Что показывает судья? Штрафной удар. Штрафной удар показывает. Был там фол. Нет, по слову судьи, да. Значит, я понял, что это все было закрыто. И 20-й. Нет, 26-й номер. Ильича Цыганков Иван. Журналистики 4-й. Близкое расстояние. Вполне может забить. Правша. Правша. Вот. Так, со штрафного, да, в стиле Рональдиньо. Под стенкой. Хорошо придумал. Цыганков Иван, и счет у нас 2-2. Так, если гол со штрафного, хватало. Сезон включили. Да, понятно. 2-0, да. Сумели отыграться.
Вот. Ну, десятка пар. Главное. А зачем? Щит команды. Обязательно пересмотреть гол. Это супер. Центр. Отличная передача, офсайда тут не может быть. Дается свой Коля. 2 в 1, да. И 2. Вот, Сергей спасал. Это Михаил. Хороший пас. Третий номер. Выбивает. Бьет. И на этот раз забивает. Третий номер, счет становится 3-2. Да, если туда вышли. Звонили ребята в контачную. Дозвонились. Или мы на игру. Он при. За 5 минут второго тайма сделали 3-2. Отличное настроение дал. На тренер в перерыве Есенко Руслан. Евгений Ильич, обязательно мы спросим об этом. На после матча в интервью. Меркурсу, видимо, да, расслабилась. Там было дело в шляпе. Что-то было. Либо до самого конца. Такой совет. В футболе в жизни пригодится. Когда не сдаваться, не останавливаться. Без секундов. Да? Никит, да, отлично пошел в атаку. Через фланг. И аут. Отлично. Мяч. Это как? Что по флангу? И пускай мяч бан. Отлично. Центр передачи. 26 номер. Бьет издали. Немножко блин, тот самый Цыганков Иван. Сказал. Да, есть. О, общий гол забил. White мяч. Два Мячи. Стоял. Именно. Да, побежал вперед. Ой, да, слушай, это как сердце. Как сказать? Зачем был? Опасно. Опасно. Так, прыгал. Ну как ты? Отлично, смотри. Нет. Да. Не поможет, не поможет. Не да, всегда. Вообще, я думал, он будет сам. Сам не пошел подавать угловой, шеи. 6 игроков отлично смотрят.
Хорошая подача. Верхом. Вот защита справляется, нет? Тянами. Шла контратака. Он получает. Я. Good match. Out. Ребята, не чемпионцы, 15 лет. Папикс, это уже Вначале сразу кидаем. Все. Поставил. Дали мяч. Да, отличная передача направо. Удивляет. Подача. Головой. Да. Отлично. Потипсом врачом. Пас. Значит, вперед. Понятно. Смотри, на быстрый плюс наш. Кто домой не написал? Восьмой номер. Смотри. Подача. Мальчик наверх. 5 секунд. Отличный пас. Отлично. Пас. Ходит. В левом фланге. Сюда. Передача в центр. За. Ай-яй-яй, не получается. Дать. Еще обыграл, да, но все еще в поле. Передача вперед, но он нет, слишком сильно. В атаке лучше. На тебе точно. Ну, откройте защиту. Пас зад. Рискует. И локомотива ей приходится мяч в аут. Забывали. Вперед. Хорошо, выигрывает. Пас. Право. Шейн. Передача. И аут. Павел Пухов готовится выйти на поле. 88 номер. И Кондратьев Тимур, 40 номер. Меняет они. Севен Субудай, да. И 27 номер. Гавшин Максим. Поле. Павел, вперед.
Заветный парень был. Вот он, это Павел, принимает мяч. Чтобы обратить внимание, заметный был парень. Расстреливал где отбор. Видал, комментировал. И Темазин. Шла передача вперед. Свет внимание. Отбатывалось, фиговаться опять. Шла передача. Забег целый устроили и мяч-то сыграно. Пенальти. Пенальти. Да, сильно оказался. Ветки, и да, это был фол. Будет у нас бить пенальти 52 номер. Зорин Кирилл. Зорин Кирилл против Михаила Перчика. Зорин. Михаил. Готов. Счет у нас остается 2-3. Попадается его. Да, это опасная игра. 9 номер. Совпал, да, забегает мяч. Ну-ка, пас Мечину. Очень его вперед, да. И пространство есть. На левом фланге Плюсов сам открывается в центре. Отлично выигрывает от Мечи. Но нет, подтаки успевает там. Дать мяч. Подбор снова с тянами. Отлично подбрал мяч в центре. Мотива пас тоже. Перед спусом пас. Удар. Вот там. Нет, все-таки гол забивает. 4-2. После того, как 0-2 проигрывали Лепил Суриска, смогли они 4 гола отыграть. Да, также прошу отметить, в центре принял мяч, дал передачу. 60. Остальные 40, конечно же. Нападающего. Павел Цветов, отлично. Сюда. Серов Максим. Даже головой не получилось заработать. Ворот. Еще половина тайма у нас. Да, больше, чем половина тайма. Так что?
Опять-таки этого матча может решиться в любую сторону. Это там левый бежит, у них придет давно, пускай, вот там другой парень, что не видит, не слышит. Сказать там. А, вот, да, он будет слышать. Наелся. Нам надо обязательно соревноваться, пацана поставить рядом. Значит, надо здесь, чтобы они длинные передачи не делали на КБ. И надо спускаться всем вниз. Всем, не надо туда лезть. Да. Мимо. Надо играть, надо. Давай! Рука идет вперед. Опять Последний. На Локомотив. Почитал комментарий. Ну-ка, был фол, да. Он был. Значит, не попал. Лютян. Штрафной удар. корпусом толкать. Да, тут уже. Сколько смотрю? Запись идет. Запись идет. Так, просто желательно пульсом, да? Спасибо. У нас нет комментариев с публики. Вот. Он случае, кроме меня. Стиль. Стиль писал. У нас замена. 28 номер. Ким Данил. Меняет он второго номера. Еркин Максим. Не получается. Сейчас. Локомотив, да. Тянуть время, да. Или пасоваться сзади. Пока еще никто не попали, то давайте. Блин, бля! Все, ищи центр. Отдай быстрее! Это наша лучшая. Ну да. Пошел подавать Шейн Леник.
Поехали. Чай. И Слизом. Еще. да, ой, Согласился. нет, никто не Папа, они будут. Ну, ладно, вечер. Долго-долго вводит игру. Локомотива. Еще один аут. Еще одна замена. 22 номер. Лукачев Артем. Заменил он 10 номера Манкулова Артема. Очень популярное имя Артем. Команда Локомотив. 5 Артем. Да, это вот Цыпиенко Артем, Чев Артем, Белоусов Артем, Лученко Артем и Манкулов. еще. Сколько время? Позволяю, да, это набирал. Сколько царит. Здесь получает по ногам. Локомотив. Пойти в атаку. Пас назад. Да, вот. И может называться сзади. Надо идти с риска. Обоё. Пропускать сразу. А сейчас, да. Рядом. Я должен на одну сторону. А, несмотря на 4 техничные головы, посыпал. Надо поднимать. Пенальти он забрал. Что, всех чем себя винить? Передача была. Чуть не сказать, что надо идти быстрее по финалу. А замена у нас еще на... Да могу подсказать, сидит. 5 номер. 13. Нет, сезон, да. Дай пуля. Нет, игра 3 начата. Тут 6. Вперед положи, 9-й, 10-й. Дача. Не доказывается. Да идет. Стоит. 4-2 проигрываешь. И тут мяч, никого нету, пускай иди на путь. Он развернулся. Боятся играть. Боится еще. Потому что в игре это ой, на тренировку все время так ясно. Ну да. А нет, аут. Падает игрок, и это пол. Запас. Получается
Там нет всего. Это тоже, конечно, там бегает. Последний, да, представь так, что с последней прям так, почему встанет там все кедом, бежит, найдет ошибку. Во, давай, Геша. Не двигайся! Передача. Восьмой. Слушай, головой хуйня. Больше автомат. Подойдешь, еще один пас. Это вот еще один. Итаут. Подачу! Еще ударить, побьет. Вот так забегает. Титана. Будет мяч. Встречай, смотри. Счет выехал. Встречай, да. Это мне все. Лево. На тебе подвес. Там нету. И отворот. 10 минут у нас. Самый час. У нас еще две замены. 26 и 28. Жарков Марк, Смелов Манцов. Проблема в том, чтобы Еще подтек. Да, вся скамейка уже выиграна. Двое остались. Пятница. В этом бывает. Там шире садим. Еще удачи. В центре поля правильно мяч вытянет. Сенсация. Вперед тоже. Видите? Шире. Занимает мяч. Выигрывает флангу. Нет, аут. Еще одна замена. С нами Малик Никита. Горбачев играет поле номер 7. Целых 6 голов мы сегодня увидели. Был со штрафного гол головой. Также был отраженный пенальти. Матч это интересно. Сами не стал. Коллективно. Видишь, что смотри.
Все еще не ушел в аут. Можно играть. Да. Центр. 6 минут у нас до конца. О, никто не открывает. Ой. Левой не пойдет. Рядом с Александром. Зовут на себя. Отлично, разбрался, пас отдал. Ага, тебе там. Не остановился. Еще на передаче вверху. Дальний удар. Все, забил. Еще один дальний удар. Я смотрю, там... Замена Так, ой, Белоусов Артем. Я это он вашего Андрея. Когда ты видел, как ты видел, какой. Еще назад сыграли. Центр. Спуск на фланг. Запуск. Лишний год. Смотри, что было. Еще 3 минуты играть. И локомотив, да. Все не играем. 20 должен довести игру. Победы. Не думай. А может дать мне отдать. Когда бросать? Красиво. Чего? Догоняет. Останавливай. Вперед. Вперед. Нельзя мяч. Тихо. Нет. У нас 1,5 минуты основного времени. Мотив выбрать за счет скорости. Даже не за плюс добавить, За счет скорости и физической силы.
Такое. Вот голову. Смотри, зачем? Асань. Включили начинаем. На месте? Ходит пешком. Не сдавался до конца его. Заслуженный результат. Он чит сидит. Головой удар. И замена у нас. 30-й номер. По двору. Вожилов Глеб. И заменяем Ахмедчина Богдана. Вся скамейка играла. Так, 2 минуты у нас добавляет время. Сегодня. И помню. Поставьте себе. Вынос. Игра закончена. Можем заканчивать встречу. Победа. Отбивается счетом 4-2. Плохо болели. И оставайтесь с нами, да. Канал. Значит, старший команд.